Изенер пис поступчабыз, узырачабыз как остальным роктором. Пюн пистын ибде готовыз. Сегодня у нас домашнее задание. Лугнимес щогас. Щогас – это маленький рассказик. Щог – рассказ, щогас – рассказик. Да, небольшой рассказ. Давайте начнем, Наталья, с вас. Я сейчас свой рабочий стол включу. И начнем с вашего текста. Так, Юрчеба, текст. И я. Так, Наталья, вот ваш текст внизу. Читайте. Сначала все прочитайте, а потом мы будем разбирать по предложениям. Хорошо, сначала зачитаем весь текст. Чем? Миның адым Наталья. Мин ахбанды шуртапшам. Миның сөбірім пар. Ижем, ирім, үкі хызым, ол туңмам. Филармонияда тоғыншам. Хакас филармониясы Ленин орамада турша. 3 ноябрьда анды хай балет алтын көк болар. Ойын 8 сағатта посталша. Килерзер прайзы. Так, ну так, ну давайте сейчас будем разбирать. Миның адым Наталья. Так, минағбанды шухтапшам. Тут все правильно. Миның адым Наталья. Жақсы. Минағбанды шухтапшам. Все хорошо. Миның сөбірім пар. У меня есть семья. Тогда миның сөбірім пар. Ижем, ирім, икі қызым. Так, тут ол, туңмам. Все правильно. Прайорты. Филармонияда тоғыншам работает филармония. Так, хакас филармониясы Ленин орамада туша. Все верно. Так, 3 ноябрьда анды хай балет алтын көк болар. Тоже все правильно. Ойын 8. Так. 8 сағатта постельша. Так, верно. Киллерзер праздник. Киллерзер праздник как переведете? Приходите все. Так, смотрите, вот, да, я спросил, почему. Если приходите, вот, киллерзер, придете все. А приходите, вы зазываете. Ну, точнее будет так, киллинер. Киль, приходи. Киллинер, вы приходите. Киллинер, праздник, приходите все. Вот так будет точнее, приходите все. Не могла вспомнить, как правильно. Ага, все. Так, по остальным, вообще по предложениям тут есть вопросы? Ну, тут все верно, как бы вопросов нет. Так, вот хай балет, орыстап, хадиполар, хай. Хай балет. Вот, как по-русски хай балет будет, Наталья? Горловое пение и балет – это самая сложная форма в танцевальном искусстве, танцевальный спектакль. Вот этот объединение. Ага, термин хай-балет, вот меня он и привлек сначала, потому что я, честно сказать, ну, балет-то я как бы понимаю, а что такое хай-балет? И я так понимаю, это такой некий маркетинговый ход, ну, примерно, да? Я тоже думаю, что слово хайджи. Это мой маркетинговый ход. Для того, чтобы это показать, что ну, не страшно, это можно прийти и посмотреть. Не просто балет, ведь не все люди любят классический балет как таковой. И мало кто вообще видел танцевальные спектакли в таком, в полномасштабном варианте в нашем районе, в нашем регионе. У нас же нет театра оперы и балета, у нас нет специальных площадок для этого. Вот, и мы создали такой свой проект, которого нет нигде. Ну, сейчас так. Так, Евгений, какой-то вопрос был? Ну, вот этот вопрос теперь понятен? Представь. Да. Так, ладно, все, идем дальше, да? Вопросы есть по тексту у остальных? Так, Эламан, есть вопросы? Что-то, может, непонятное какое-то слово? Нету, так. Так, Оксана, Юля, вопросы есть? Изенер? Чох, пальдекстек. Ага, соглашен. Так, дальше. Давайте, Юля, теперь ваш текст разберем, хорошо? Также быстро читаем, ну, в смысле, читайте, а потом будем разбирать каждое предложение. Хорошо? Юля, в общем, читайте свой текст. Мин ахбан город чуртапшам. Пестен город пескчиджик пазай щит. Пучилде сигзон тогос щил полпархан.
Ахбанды прайнемы пар, музейлер, театрлер, кафелер, балаларга хосши, музыкальная школалар пар. Мин сагыншым пыстың по школалар уга тузы балаларга полща. Хосши школа де постагу грючелер пронских туманов бурнаков полганнар. Анның пыстың хосши школа без каратанов ады пирилгенер. Дмитрий Накинч Каратанов астхыстың хосшим. Василий Суриков аның гречче полган. Музыкальная школа да Александр Кинель постагыл гречче полган. Ол Санкт-Петербургты тюрен. Анды Ленинградская консерватория да угренген. Ахбанды Александр Кинель прай аның чутазы пыстың тадар фольклоразы перектерген нотха пазалхан. Ойнан хады полганар. Ам школа Александр Кинель школа Адельчам. Так, ну ладно, хорошо. Ну, такой объемный текст, так, ну хорошо, жақсы. Давайте теперь пошагово разбирать. Мен Ахбан город еще вообще, мында прай жақсы. Біздің городыбыз должно быть, да, кішечек позащит. Так ведь? Городыбыз. Городыбыз? Да, город. Наш город, видите, давайте вот это правило, оно вот пистың, видите, вот пистың, да, вот пистың. Город заканчивается на согласные. Примыкаем тыбыс. Город тыбыс, да, но т у нас возвращается, получается городыбыз. Понятно, да, вот откуда вот это вот. Пистың городыбыз кичизек позащит. Так. Жақсы. Пушилда 8-9 жыл болпырған. Так, пушилда 8-9 жыл толпырған, лучше сказать, исполнилось, да, толпырған. Пушилда 8-9 89 лет исполнилось. Так. Ахбанды прайнемы пар. В Абакане все есть. Музейлер, театрлер или театрлар? Театрлар. Да, театрлар. Кафелер или кафелар? Кафелер. Да, потому что мягкое. Последний слог смотрим. Кафелер. Так, сейчас. Дальше. Палылырға хосше музыкальные школалар бар. Так, хосше. Ну, смотрите, в хакасском языке лучше палылырға хос пазы музыкальные школалар бар. Давайте так сделаем. Пазы и. Палылырға хос пазы музыкальные школалар бар. Музыкальный я пока не перевожу, пусть останется, хотя можно перевести көгілер школа з, допустим. Да, ну пусть пока останется, мы усложнять не будем. Палылырға хос пазы музыкальные школалар бар. Так. Мен сақчым. Пістің по школаларуға тузы палылырға полча. Ну, как бы формально все правильно, ошибок нет. Мен сақчым, я думаю, пістің по школалар, эти наши школы, уға тузы палылырға полча. Очень большую пользу для детей. Ну, в общем, полезно для детей. Делают. Да, полезно для детей. Палылырға полча. Так, ну, ладно, пока по стилистике мы не будем смотреть. Так, мен сағыншам пістің по школалар уға тузы палылырға полча. Так, в принципе, нормально. Хосте школа да поставил гречилер. Так, вот тут уже смотрите, хосте школа да. Лучше сказать хос школа зын, да. Школа зында в художественной школе, то есть художественная школа, да. Хос школа з. Вот, это будет точно. Хос школа зында поставил гречилер. Первые учителя Пронских, Туманов, Бурнаков, Пулганнар. Да, тут все правильно. Аның пістің хосшим школа быс. Вот тут уже хам. Так, потом наша художественная хос школа зна. Нет, так будет. Аның пістің хос школа бысха. Нашей художественной школе Каратанов адын пиргеннер получится. Или Каратанов ады пирильген был назван, да. Так может быть тоже правильно. Аның пістің хос школа бысха Каратанов ады пирильген. Дмитрий Накинч Каратанов асқыстың хосче. Так, какая идея была вот здесь? Он из эскиза Каратанов, Дмитрий Накинч Каратанов, художник из эскиза.
Ага. Тогда можно сказать так. Дмитрий Анатольевич Картанов асхыс тағы хосчи. Аскизский художник. Да? Это один вариант. Или второй вариант. Дмитрий Иннокентьевич Каратанов асқыстың, тогда надо будет употребить полгын, был из аскиза. Но здесь лучше асқыстағы, аскизский художник. Дмитрий Иннокентьевич Каратанов. Так, асқыстағы хосчи. Это как же, помните, мы... Как колбасы аскизские. Да, совершенно верно. Вот. Один в один. Асқыстағы хосчи или асқыстағы колбаса, да. Хосчи. Хосчи это художник. Он в именительном падеже. Хосчи, да. Хосчи художник. Василий Суриков аның угречи булган. Вот смотри. Угречи з. Вот опять вот это правило, да. Аның. Вот видите, аның, да. Угречи. Угречи заканчивается на гласное. По мягкости з будет. Аның угречи з. Вот не забывайте вот это вот правило, видите, да, оно часто встречается. Аның угречи з. Если аның как употребили, все, сразу ставите аффикс соответствующий. Суриков аның угречи з булган. Музыкальная школа, да, Александр Кенель постага угречи булган. Но тут, да, первый был, да, музыкальная школа, да, Александр Кенель постага угречи булган. Ну, пусть будет так. Ол Санкт-Петербург Тетюрен, он родился в Санкт-Петербурге. Анде Ленинградская консерватория де Угренген. Тут все тоже правильно. Так, надеюсь, Угренген учился, да. Ахбанда Александр Кенель, прай ану что записано тадыр фольклоры запрягтырган. Так, что тут хотела сказать вот здесь? Хотела сказать, что в Абакане Александр Кенель всю свою жизнь собирал фольклор хакасов. Ага, и так. записывал на ноты и играл с детьми. Ага, так. Да, конечно, предложение очень длинное. Так, еще раз. Ахбанда Александр Кенель, правильно. Так. Ну, тут, наверное, если он сказал, что его жизнь была посвящена фольклору хакасскому, допустим, да, или собиранию хакасского фольклора, вот это же идея, да? Да, что он собирал фольклор. Да, Ахбанда Александр Кенель. Вот, ну, тут, наверное, не Ахбанда. Тогда надо сказать, он же не только в Абакане был, да, а вообще по Хакасии же ездил. Александр Кенель. Ну, если употреблять аның шуртызы, да, давай так лучше. Позының шуртызын, то, что мы прошли, позының шуртызын. Вот смотрите еще, поз, да, чей свой кемнің позының, да, шуртызын. Мы не рассматривали, ну ладно, хорошо. Позының шуртызын хакас фольклорына шартхан, тогда так скажем. Шартхан посвящал, так будет точнее. Вот. Так. Но ноты, самое важное, он переписал на ноты. Сейчас это надо оставить. Александр Кенель позының шуртызын, свою собственную жизнь, хакас фольклорына, мы этот падеж не проходили, так будем проходить, фольклорына, шарытхан посвятил, да, көглерны нотаға пасхан тогда надо написать, көглерны песни, ноты, тоже этот падеж мы не проходили пока, пасхан писал, да, ну, сложное предложение, вот, да, потому что көглерны нотаға пасхан, олғанырна хады ойына жың, тогда так лучше будет. Тут хады олғаныр, да. Олғанарның хады ойына жың. Играл с ребятишками обычно. Олғанырна хады ойына жың. Вот так будет как бы точнее. Но эти аффиксы мы не проходили, но будем изучать. Еще, думаю, у нас еще время есть. Ам школа Александр Кенель. Так, ам школа Александр Кенель, школа Адальчан. Но лучше сказать так. Ам школа Александр Кенель адын. Вот смотрите, ад, да, адын пристигается.
алчурше. Алчурше буквально носит имя. Вот так будет лучше. Ладно. Пока у нас многие тут аффиксы непонятно. Тем не менее, школа Александр Кенель Аден алчурше. Сейчас школа носит имя Александра Кенеля. Ну, может быть, где-то запомнится, может быть, не запомнится. Ладно, мы все равно эти аффиксы будем проходить, но так, прощаться. Конечно, у тебя уже пошли сложные предложения, но, понимаешь, да, сложное предложение пока еще не достает, не хватает еще других аффиксов поддержанных. Так, ну ладно. Евгений, так, Сурухбарба еще. Ну, тут сложновато, поэтому как бы вопросы я понимаю, что они есть, но потому что вышли за пределы наших занятий. Евгений, давайте. Очень познавательное сочинение было, Алгыз Юля. Так, Мин Хызылшарда Тогынчам. Я работаю в Красноярске. Можно сразу по-русски переводить? Как да, конечно, да. Хызылшар, Алтын, столица России, получается. Красноярск, золотая столица России. Чеберге 50% Алтынир, Чалар, Мында. 25% золота добывается здесь. Анда пыр миллион козы Чуртыпча. Там 1 миллион человек живет. У город-то Сух Енисеяхча. В этом городе река Енисей течет. Ахбаның Хызылчар Зарпис Сагат Чолда машинның Парарга Керек. Сабакан до Красноярска на машине надо ехать 5 часов. Миның Хынханым Орн Хызыл Шарның столбы. Мое любимое место — это Красноярские столбы. Ажирхастых Красноярск-то пик хома экология. К сожалению, в Красноярске сильно плохая экология. Жақсы. Давайте теперь разберем. Мин Кызылчерда тухчап. Кызыл пишется так, щ. Хоть и ж произносится, да, а пишется ч. Почему? Потому что щар берег. Вот. Кызылшар, Красный берег. Ну, название города по-хакасски, да. Кызылшар или Яр, допустим. Кызылшар. Тохчам. Мин Кызылчерда тухчап. Правильно? Тут все хорошо. Кызылшар. Алтын — столица России на Пуча. А теперь смотрите, опять вот по категории притяжательности. Кызылчер. Так. Алтын — столица России. Так, золотая столица России. Тут по-хакасски, точнее, наверное, будет сказать так. Кызылжер Российның алтын — столица З. Получается, если оставить вот эти же слова, да, давайте мы их переставим. Россияның, вот так вот будет. Кызылжер Российның алтын — столица З. Получается. Вот я пока вот эти вот слова менять не буду, чтобы понимали, что Алтын — столица З. Вот эта столица, она принадлежит вот к России. Россияның. Вот так будет. Кызылжер Россияның, России, столица З. Вот. А Россияның кемның, допустим. У нас там идет вот это правило. Собственно, вы помните, проходили вот. Так, Россия. Ладно, пока упустим. В общем, Кызылжар Россияның алтын — столица З. Полча. Красноярск — золотая столица России. Шиберге 50% алтын так добывается. Шиберге, тут я поправлю. Шиберге, вот так будет. Смотрите, как по-хакасски добывать. Шиберге 50% алтын, золото, ну, в хакасском языке есть такое слово анирга, анпщалар. Анпща добывают, анпща, ну, по отношению к рудам всяким, золото, там еще что-то, да, анпща. Именно вот этот глагол, он лучше всего подходит. Получается, шиберге 50% алтын анпщалар мынды. Анпща, корень слова вот анпща — настоящее время, анпщалар — множественное число. Алтын. Я это слово с сайта переводчика Сестык.Инфо нашел, добывать золото. Алтынирга. Ну, алтынирга, вот смотрите, алтынирга, само слово
оно не совсем подходит. Вот, ну, я не знаю, как там вот, алтынирга. Алтынирга. Я, допустим, никогда не употребляю вот это алтынирга, кумстирга. Ну, лучше сказать алтын анпчалар. Анпчалар добывают. Как бы более технически точный термин. Шиберге 5% алтын анпчалар мында. Ну и журналисты тоже употребляют этот же термин анпчал. Алтынирга немножко он там. Ну, я, честно сказать, вот, допустим, у нас в газете такое слово не пропустят, алтынирга. Оно как бы имеет, вроде бы как глагол можно вот, сформировать, но вот у нас не пропустят. Так, анда 1 миллион кзич. Так, понятно, да, здесь? Чиберге 5% алтын анпчалар мынде. Теперь все правильно. Анпчалар добывают. Анда 1 миллион кзи. По мягкости. Так, кзи шуртапша. Шуртапша. Там живет 1 миллион человек. Анда 1 миллион кзи шуртапша. Теперь все правильно. Так. По городу су енисеяхше. А теперь смотрите, по синтаксису, помните, мы говорили все так. По городу Енисей, су лучше поставить после имени. Енисей сулахша. Вот так вот. Так будет точнее. По городу Енисей сулахша. Но если употребить другой аффикс, по городче, сквозь этот город или по этому городу Енисей сулахша, там же он идет как бы сквозь Красноярск, Красноярск по обеим сторонам Енисей, По да? центру почти Да, пересекает. вот. И лучше сказать по городче Енисей сулахша, он как бы протекает сквозь город. Ну, этот аффикс мы будем проходить. Вот. Так. Ағбынның қызжерзар 5 сағат жолда машинаны паркер. Вот Ағбын, когда мы откуда-то выезжаем, помните, говорили Ағбынның, да? Как бы вы сказали правильно, вот когда произносили, а вот пишется Ағбынның, это исходящий падеж, откуда-то, если мы ходим, да, Ағбынның қызжерзар 5 сағат жолда машинаны парырға керек. Так, все верно. Ағбанның қызыл жерзар 5 сағат жолда машинаның баруы керек. Но лучше бы сказать жолда, так, Ағбанның қызыл жерзар машинаның жолда 5 сағат баруы керек. Ну, так было бы еще лучше. Давайте я поправлю все-таки. Ағбанның қызыл жерзар машинаның жолда в дороге 5 сағат баруы керек. Надо 5 часов ехать. Так, вот теперь точно будет. Ағбанның қызыл жерзар машинаның жолда 5 сағат баруы керек. Так, дальше. Менің хынжың орыным, да. Менің хымғын орыным. Но, смотрите, хымғыным, в хакасском языке лучше сказать менің, там два варианта есть. Менің хынчатхын орыным, да, или хынжың орыным. Вот так. Ну, давайте возьмем вот этот вариант. Менің хынжың орыным, мое любимое место. Вот любимое место именно так и переводится. Менің хынжың орыным, любимое место. Қызылжарның столбалары. Қызылжарның столбалары. Столбы, да. Давайте кавычку возьмем. Менің хынжың орыным. Қызылжар, ну, тут лучше қызылжарның столбалары, пусть будет так. Хотя можно сказать қызылжар столбалары. Тоже правильно будет. Қызылжарның столбалары. И так тоже верно будет. Так. А Шырғызты, Красноярскта, пикхома экология. Так, Красноярск. Ну, пусть будет Красноярскта, допустим, да, а Шырғызты тут че. Смотрите, в хакасском языке пикхома, да, пик, как бы вы переводите как? Крепкая, да, но не сильная. Если по экологии сказать лучше найле, когда вы хотите что-то с чем-то сравнить, сильно плохая, да, найле хомой, очень плохая экология. Вот этот вот пик хомой, он сюда не подходит. Лучше сказать найле хомой, очень плохая экология. К сожалению, Красноярск сильно плохая. Ну, по-русски это сильно плохая, но пойдет, да, очень плохая, сильно плохая экология. Но в хакасском языке это не идет. Лучше сказать найле хомой экология. Вот так вот будет. Вот, иштре есть в литературном такое слово? Какое? Иштрехом. Ихтре.
Да, вариант тоже ифтре тоже. Но ифтре хумы, ифтре, найла ифтре хумы тоже можно сказать. Ашыргыстык красноярская ифтре хумы экология. Но ифтре немножко ифтре парбсхан. Он прошел за пределы. Тут ифтре, он больше всего подходит для действий каких-нибудь, а лучше сказать все-таки найла. Вот именно вот к экологии, допустим, да, найла очень плохая, вот именно в данном контексте. И в трехоме экологии тоже можно сказать, но лучше найла. А шыргыстых красноярская найла хоме экология. Ну вот примерно вот так вот. Ну что, праймагат в том смысле, что уже вы выстраиваете предложения, ну они уже не 2-3 слова, а они по 5, по 6 слов, да, и разные падежи. Конечно, по теме мы еще не дошли, то, что вы здесь многие прописали, мы еще не прошли даже по теме, но вы уже пытаетесь где-то что-то выстроить. Ну, это уже хорошо. Так, шахсы. Так, сурулар парба, еще есть вопросы? Может, у других вопросы есть? Так, вопросов нет. Так, у нас еще где-то минут 7 есть время. Давайте, я хочу вам предложить почитать текстом. Почитать текст. Сейчас, подождите, я тут вариант приготовил. Мен мақтырынман, мен күмеслі ибдегі тоғыз. Мен із салғым. Так, тоқспырба. Давайте мы разберем в следующий раз, хорошо? Че? Ага, в следующий раз. Так, я вам сейчас хочу предложить... Сейчас, подождите, я переключусь на другое окно. Чтение текста. В общем, мы должны развивать навыки чтения. Так, навыки чтения на хакасском языке. Давайте так вот. Я пока решил предложить свои стихи. Ну, как бы, вроде как для детей они написаны, для детского возраста. Ну, пытался так делать. Так, давайте, Наталья, с вас начнем. Где-то 4 строки прочитайте. Да, ну, в общем, я у вас буду 4 строки, а потом дальше Евгений приготовитесь, хорошо? Наталья. Олганарға. Пар пістін ағыбанды кшишік магазин. Кшишік магазинді кшишігіз күскешігіз. Шахсы. Так, давайте сейчас переведем. Пар пистангар бонде, как переведете? Есть в нашем Абакане маленький магазин. В маленьком магазине маленькие мыши, что ли? Да, мышонок. Мышата. Мышата, да. Маленький мышата. Ну, тут один мышонок пока. Так, ага, дальше. Да, маленький мышонок. Ага, Евгений, дальше читаем. Сачадыр кичиглерге ин кижик киндежикес. Ин кижик киндежикте пар огас пидрилер. Так, пока хватит до точки. Так, давайте. Сачадыр кшиглерге. Как переведете? Понимание. Продает маленьким. Да, совершенно верно. Сачадыр продает кшиглерге маленьким. Ин кшикиндежигес. Как переведете? Сильно маленькую книжечку. Да. Очень маленькую книжечку. Продает маленьким. Ин кшик очень маленькую книжонку, да. Киндежигес. Это уменьшительно-ласкательная форма. Ин кшик киндежикте. Очень маленькую книжонку. Очень маленькой книжонке, киндежикте, книжонке. Вот. Есть что-то такое. Огас педерлер. Педр, знакомое слово? Это, ну, оно не часто употребляется, но педр это буква. Педр. Педерлер. Огас мелкие. Огас мелкие. Есть мелкие буквы. Мелкие буковки. Ага, дальше Ламан читаем. Анда олар чуртапчалар. Да. Алышчылар тактапчалар. Ага.
Астан ни до ни олгас. Олагас. Ага, Алай давайте, ба ага, давайте на олгас пока остановимся. На олгас. Так, анде олар шуктапчалар. Какое понимание есть? когда они чуртапчалар убежали. Шуктапча в хакасском языке живут. Анде там. Это местоимение. Анде, да. Анде олар. Олар как переведете? Они. Они, да, анде там, олар они, шуртапшалар живут. Шуртапша живет, шуртапшалар множественное число живут. Дальше алжилар. Алжилар как переведете? Алжи, корень слова, гость. Алжи, гость. Так, алжилар, сахта. Сахта буквально жди, ожидай. И сахтапшалар. Как переведете? Алжилар, сахтапшалар. Так, гость получается, да? Да, гостей ждут. Тут, да. Да. Анде олар шуртапшалар, там они живут, а алжилар сахтапшалар ждут гостей. Двоеточие. Каких гостей? Хажен ни, но не олагас. Олагас, как переведете? Ол. Ол. Ол это он. Да, ол это парень, да. Олагас уменьшительно ласкательным в хакасском языке мальчишки. Мальчишка, мальчонка, да. Хажен, когда. Хажен ни. Да, хажен ни. Когда-нибудь, да. Хажен ни. Когда же. Но не. Кто же из мальчонок и из маленьких детей, да, и из мальчиков, да. И дальше, вот давайте дальше. Оксана, прочитайте. Алыб хызыжах, читаем дальше. Алай бы хызыжах ин кижик киндешекты. Ин кышык киндежекты. Ин кишик киндешекты. Ин кишик кискежектың. Ага, давайте так, пока хватит. Алайба хызыжах. Как переведете? Алайба. Или девочка. Или девочка. Девочка. Да. Или девочка. Да. Очень маленькие буковки. Киндежек. Киндежек это книжонка. Очень маленькие книжонки. Да. Очень маленькую. Подождите. Очень маленькую книжонку. Очень маленькую книжонку, очень маленькой. Очень маленькой мышки. Мышонки, да, мышки. У очень маленькой мышки. И дальше, Юля, дочитываем. Чижик магазин, да кюмес ахща жахасха садапталар. Так, как переведете? Очень малюсенький магазин, Да. магазине чуть-чуть Кюмес. денежек. Маленькие. Ахшежехас. Маленькие деньги. Деньжата, денежки, да. Денежки продать. Садпта алар. Садып купит. Купит. Да. Купит, да, наоборот. Да, наоборот, купит. Садпта алар. Может быть, кто-то купит. Ну вот дальше, потом мы будем этот текст дальше читать. Там он как бы объемный, но, в общем, по видео потом, если будет такая надобность, посмотрите. Вот есть такой текст. Давайте я его зачитаю сейчас. У нас тут пару минут осталось. Парпестенгах бонде кишижек магазин. Кишижек магазин да кишижегес күскежегес сачадыр кишиглерге ин кишик киндежегес. Ин кишик киндежекте пар оғыз пидірлер. Анда олар шуртапшалар, алжылар сақтапшалар, хажынни нони олағыз алайба қызыжақ, ин кишик киндежекте ин кішік күскежектен кішижек магазинда көміс ақшы жығысқа сатыпта алыр. Ну, вот такой текст. В общем, для понимания, как бы, вот, ну, я пытаюсь, я говорил, может, пытаюсь тексты давать какие-нибудь, да, литературные. Ну, в общем, на сегодня мы будем заканчивать наш урок. Так, завтра у нас урока не будет, так я понимаю, да, у нас
Почему? Завтра рабочий день, среда выходной. Да, завтра рабочий день. У нас, я, честно сказать, пока точно не знаю. Вот, давайте пока у нас Наталья, вас не будет, получается, если у нас... Я выпаду, да, у меня завтра Ага. 8 часов балет начинается. Да, Завтра 3 число. да, там Понятно. да, то есть я. Ну,